Салям алейкум. В эфире программа Гюнуль Ден. Гость программы, глава общественной организации Алем Эсма Аджиева. Салям алейкум. Хош келдин, Эсма ханам. Салям алейкум. Ну, я хотела бы начать нашу программу с победы этого года. На международном уровне признана самобытность крымских татар и Украины. Международная организация ЮНЕСКО внесла в список нематериального культурного наследия крымско-татарский традиционный орнамент орнек. И вы проделали очень большую работу на протяжении нескольких лет, чтобы орнек стал нематериальным культурным наследием человечества. И вот мой первый вопрос будет связан как раз-таки с орнеком. Расскажите вообще об орнеке, о его истории и о его уникальности. Я, наверное, начну прежде всего с моих внутренних чувств и ощущений, которые я испытала, когда вот это слово «adopted» было, да, вот на экране ЮНЕСКО, и когда я понимаю, что все, да, наш элемент уже попал в репрезентативный список нематериального культурного наследия. Вот на этот момент я отрефлексировала на том, что для меня значит крымско-татарская устойчивая фраза «джумлем изнен берабер». Потому что мы часто используем это слово, но в этот момент я прочувствовала именно это, потому что на самом деле, если бы не было мастеров в Крыму с золотыми руками, если бы не было этой практики, которая передается, несмотря на все вызовы, которые попадают на долю нашего крымско-татарского народа, начиная с раскулачивания, депортации, оккупации. То есть вот я понимаю, что только благодаря тому, что есть эти люди, в их сердцах живет понимание нематериального культурного наследия и необходимость его передачи из поколения в поколение, вот только тогда я поняла, что это значит. Вот действительно. Вот. Если говорить о самом крымско-татарском орнаменте и об элементе, я сейчас постараюсь просто нарисовать такую общую картину. Вообще, что значит элемент нематериального культурного наследия в общемировом масштабе? Да? Прежде всего скажу, что у ЮНЕСКО есть 3 списка. Это репрезентативный список элементов нематериального культурного наследия. Это список, который требует немедленной охраны и лучшие практики по сохранению элемента. И еще одна интерпретация нематериального культурного наследия в мире — это живое наследие. Что это значит? Что мы показываем не артефакты, которые есть в музее, мы рассказываем не о каких-то историях теплых, приятных, о традициях, которые существовали, к примеру, 100 лет тому назад. Мы действительно говорим о живом культурном наследии, которое практикуется, вплетено в традиции нашего крымско-татарского народа. И когда мне задают вопрос на предмет, а почему именно орнек? То есть можно было выбрать, к примеру, практику изготовления керамических изделий или практику вышивки. Тогда я понимаю, что я бы сделала очень узкий такой, небольшой фокус на каком-то одном элементе, на каком-то одном виде прикладного искусства. С учетом того, что я занимаюсь стратегическим планированием деятельности своей общественной организации, соответственно, эти чувства, они, мои расчеты, скажем, потому что менеджер, он помимо эмоций еще обладает таким холодным расчетом, прагматичностью. Поэтому я подумала о том, что благодаря этому элементу мы сможем сделать видимыми на весь мир весь крымско-татарский народ. Не только мастеров прикладного искусства в какой-то одной, к примеру, области, вот как я уже говорила в начале. А благодаря этому мы говорим языком орнаментов со всем миром. Что обозначает вообще крымско-татарский орнамент орнек? Это сочетание большого количества различного плана символов, которые в общей орнаментальной композиции могут практически повествовать одну какую-либо историю, или в нее можно зашифровывать пожелания. Вот как раз-таки живым культурным явлением, которое мы включили в репрезентативный список ЮНЕСКО, является не сам орнек и его красота визуальная, а именно сама эта практика мастеров и вообще крымских татар, умение понимать смыслы глубокие, что зашифровано в этих орнаментах. И поэтому для нас принципиально важно не потерять смыслы во всем этом, потому что визуальная красота — это хорошо.
Но когда ты понимаешь, что в нем еще зашифрованы глубокие смыслы, к примеру, самыми распространенными пожеланиями, которые ты можешь закодировать в орнаменте, являются пожелания продолжения рода, взаимоотношений мужчины и женщины в браке, которые должны основываться на любви, взаимном уважении, на паритетности, и обязательном компоненте, такое понимание, как духовные, да, начало этих отношений. Пожелание уважения и пожелание, скажем, понимания, мудрости людей, которые уже вышли из репродуктивного возраста, которые в элементах Орнек изображаются в виде гвоздики. Вот смотрите, насколько я просто проговорю так на примерах, да, как интересно. На самом деле, если гуль — это женщина репродуктивного возраста. Если гуль — роза, да, если мы говорим бадем, это миндаль, он имеет две формы выражения, да, вот в орнаментальных композициях. Это может быть девушка юная и может быть девушка, которая готова к замужеству, девушка на выданье. Если мы говорим о мужских знаках, к примеру, тополь — это символ мужчины и еще символ стойкости, смелости, храбрости. А если мы говорим, к примеру, о тюльпане, тюльпан — это символ молодого юноши, возможно, не женатого, в поиске, скажем так. Вот. И поэтому сочетание всех этих орнаментальных, сочетание всех элементов в орнаменте мы можем выстраивать в определенный логический ряд. И есть мужские орнаментальные композиции, есть женские орнаментальные композиции. Вот, к примеру, эгридал — это женская орнаментальная композиция, переводится она как «изогнутая ветка». И если вы действительно посмотрите на эту орнаментальную композицию, вы поймете, что это как раз-таки свойства, характерные для крымско-татарской женщины. Гибкость, мудрость, сдержанность, но в то же время у нее есть динамика, да, то есть это вот не просто константная какая-то скажем, композиция, она гибкая и она двигающаяся, то есть у крымско-татарской женщины есть неимоверный потенциал, несмотря на то, что она может загружена быть семьей, детьми, приятными дома хлопотами, но у нее есть неимоверный потенциал делать что-то еще помимо этого в своей жизни. Вот, поэтому чаще всего орнаментальные композиции эгридала, они вышиваются, к примеру, исполняются в разных техниках вышивки на изделиях, которые носит женщина. К примеру, там это может быть марама, да, там головное покрывало, или же фес, самый распространенный, который знают все, женский головной убор. Вот если говорить о мужских орнаментальных композициях, они по большей части вписываются в определенный прямоугольник или квадрат. Это о чем говорит? Что очень устойчивая база. И даже сама структура орнаментальной композиции, она придает уверенности, ощущение надежности, защиты. Вот. И поэтому, включая именно этот элемент в репрезентативный список ЮНЕСКО, по крайней мере, работая над включением, я четко понимала, что благодаря этому мы рассказываем не только об орнаменте, о его смыслах, мы рассказываем еще о мастерах, которые практикуют этот элемент. И что самое важное, там есть очень интересный вопрос, а кто являются носители, bearers, да, это вот носители элемента. Я взяла на себя смелость написать, что это вообще весь крымско-татарский народ. Почему? Объясню. Потому что дело в том, что все наши изделия, о которых я вот сейчас говорила, да, марама, к примеру, дохозлых, которые мы сейчас активно используем в свадебных обрядах, да, это большой такой платочек, в который бохча, в который складываются 9 там изделий. До сих пор. Да. До сих пор. И сейчас это ведь практикуется. Есть элементы трансформации определенные, но это практикуется. И поэтому таким образом, с учетом того, что это не происходит какая-то искусственная, созданная, я не знаю, инсценировка, это в реальной жизни, поэтому я считаю, что носителями элемента являются все крымские татары. Потому что невеста, которая приходит, она не знает язык орнамента, к примеру, но она приходит к вышивальщице и говорит: я хочу закодировать вот свои орнаментальные композиции, чтобы мне было 2 сына и 3 дочки, к примеру, да? Она тоже носитель элемента, потому что она формирует свою программу и свое будущее. Что интересно, эти программы реально работают.
Я с вами согласна. А вот интересно, вы общаетесь с мастерами из Крыма. И, как нам известно, сегодня крымско-татарский орнамент, он используется, очень популярно, он возрождается. И каждый мастер действительно вкладывает очень многое в развитие крымско-татарской орнаменталистики. Какая была реакция у мастеров? Буквально несколько дней тому назад мы уже после завершения всех этих процессов, возвращения уже из Парижа с победой, мы устроили такой онлайн конф-колл, скажем, да, но онлайн встречу с мастерами прикладного искусства. Когда я увидела их глаза, это очень сенситивная тема, вот реально, потому что когда я увидела их глаза, их счастье в этих глазах, и я поняла, ради чего, да, и ради кого я это делала все эти 4 года, потому что сам процесс был очень-очень сложный. На самом деле каждый мастер, он уникален по-своему. И, знаете, у живого элемента есть еще своя особенность. Она трансформируется со временем, да, на протяжении столетий, но самое главное, не теряет свои смыслы. То есть смыслы орнаментальных композиций мы сохранили. А это значит, это то, что для наших традиций характерно. Да? Жить в большой семье, иметь много детей. Вот самые-самые такие духовные наши ценности, они сохранились и передаются посредством орнет. А каким образом выражается это? К примеру, техники нанесения орнаментов, если мы говорим о ковроткачестве или нанесении на керамических изделиях или о вышивках, они абсолютно разные. И, соответственно, разные возможности технические у этих мастеров. Но, к примеру, на сегодняшний день, посмотрев на работы, я, может, не на 100%, но процентов на 90-80 знаю, чья это рука, да, потому что каждый мастер, он по-своему уникален, он по-своему неповторим, и таким образом он просто от чистой души, от своего Джан Юректен выражает свои чувства и эмоции в своих работах. И, знаете, когда мастер, к примеру, да, у меня картинка Рифат-ага из Бахчисарая, когда он, к примеру, изготавливает джезве, наносит на нее орнаменты, я не думаю, что он сидит и думает о том, что я носитель элемента, что я сейчас реализую план охороны элементу и так далее. Да? То есть это человек, который просто получает удовольствие от своей работы. Он знает, что ему нужно сохранить эти методики и наши практики, что их нужно еще передать следующему поколению. И он просто понимает, что, изготовив джезве, он приносит радость людям. И по-своему, этот мастер на своем месте, он культурный амбассадор. А я, к примеру, в этом джезве, если, да, у меня дома джезве Али Умерова из Бахчисарая, и когда я варю хаве, причем не было, наверное, ни одного человека, кто пришел бы в гости, первое, что мы делаем, дегерменде, в кофемолке перекручиваем цельные зерна кофейные, и все говорят, можно попробовать тоже. То есть это тоже часть, знаете, наших традиций, по сути, да. И когда я варю кофе, я тоже не думаю о том, что я сохраняю элемент, или, я тоже по-своему культурный амбассадор, который, демонстрирует свои культурные практики для людей, которые, не в теме, скажем так, да, для людей других национальностей, там, другой культуры. И поэтому для мастеров я для себя поняла, что насколько они в этот момент поняли, насколько высокий уровень этого достижения благодаря им. Потому что на самом деле Мамут-ага Чурлу, да, первая идея обсуждения у нас еще началась в 2016 году. Чтобы вы понимали, есть определенные там, в кавычках, критики, которые позволяют себе выходить в медиа и говорить о том, что это медвежья услуга и так далее. И у многих из них компетенции, опять-таки, тоже оставляют желать лучшего. Да, поэтому, вы знаете, я даже не реагирую на это, потому что, она жизнь такая, да, и джайлик, то, что называется в крымско-татарском языке, это невежество, оно тоже, к сожалению, порой имеет место быть. Оно иногда тебя скажем, ощущение этого эмоционального баланса может выбивать, но в то же время, когда ты понимаешь, что это абсолютно некомпетентный человек, который ничего в этом не понимает, он тоже имеет право, наверное, свои какие-то чувства, мысли выражать. Вы как и тот Игридал, о котором вы сейчас рассказали, о сдержанности и мудрости. Да, я думаю, что, вы знаете, я наблюдаю просто за некоторыми опытами своих коллег, и понимаю, что, это абсолютно не тема эфира, да, и мне не хотелось бы говорить. Но я понимаю, что иногда некоторые твои активности
и действия, они похожи на борьбу с ветряными мельницами. И поэтому мне кажется, что вместо того, чтобы тратить свое время на деструктив, вот я тоже как прагматичный менеджер четко рассчитываю свой ресурс эмоциональный. Меня хватит на этот деструктив или нет? Вот я в деструктивных схемах абсолютно неэффективна. Вот это реально, ну, могу открыто сказать, что это мое слабое место, да, потому что на самом деле для меня очень важны позитивные, скажем, вот такие структуры, которые приносят результат. И поэтому вместо того, чтобы тратить свою энергию на то, чтобы разбираться с невеждами, я лучше направлю эту энергию и за 2-3 недели по ночам напишу еще один проект и реализую его в перспективе. Ну, это правильная позиция. А как вы думаете, вот вы работаете с мастерами, с художниками, и вот интересно наблюдать, и наблюдая я смотрю, что в прикладном искусстве у нас очень много хороших результатов, и прикладное искусство очень развивается. Если говорить о театральном искусстве, о музыкальном искусстве, мы имеем очень много талантливых людей, но не умеем работать вместе. А почему у прикладников получается, как вы считаете? Потому что есть один неимоверный человек, которого зовут Мамутага Чорлу, который действительно человек, сразу скажу, человек с непростым характером, с очень таким стержнем, но в то же время я когда вижу, как он умеет объединять людей, человек может объединять вокруг себя людей не когда он их использует, а когда он отдающий, потому что люди эту энергетику чувствуют. И вот они тянутся к нему, и когда я вижу, с каким вот реально искренним уважением они ему говорят «Мамут Оджа», вот для меня это, потому что, для меня это очень много значит. Потому что у нас тоже были первые коммуникации абсолютно непростые. Вот можете себе представить человек, который на протяжении 30 лет практически собирает, исследует информацию, связанную с крымско-татарскими орнаментами. Он говорит о том, что у нас, по идее, изначально, да, вот от Зулейха Ханум Бекировой, покойной, было передано знание о первых 5 элементах. И дальше идет сбор этой информации. Вот вы можете представить, какой объем информации накоплен, и потом мне его нужно просто для того, чтобы ввести в институциональную плоскость, просто изложить образно там на 7 печатных там вот вордовских страничках, к примеру, да, то есть вот этот опыт 30-летней давности. Поэтому, когда мы начинали вот подготовку номинационного досье, мы, конечно, постоянно обсуждали, и мы не ругались. Нет, это были споры абсолютно такие... в работе споры должны возникать, потому что не бывает все так гладко. Но вот когда я вижу просто, как он отдает свою энергетику, как он делится своими знаниями и считает, что на самом деле у него... Вот Мамутага на встрече сказал очень классную такую фразу, что есть, к примеру, некоторые практики элемента, да, но он там привел одну из стран, в которой он был, да, они возрождают, сколько ж лет можно уже возрождать. Это должно иметь замкнутый цикл, да, то есть есть мастера прикладного искусства, которые творят и создают изделия, есть люди, которым это нужно, они это заказывают, они там покупают, к примеру, это есть замкнутый цикл. Это говорит как раз-таки, это индикатор того, что это живое культурное наследие. Поэтому, в принципе, я думаю, что во всех остальных направлениях, связанных там с театром, с музыкой, сейчас у нас, кстати, актуализируется вопрос крымско-татарского языка, и тоже я причастна к этим всем процессам и вижу, как сложно продвигаются первые этапы, очень много споров, люди абсолютно в разных лагерях. Но у меня есть четкое понимание, что если мы не будем модерировать эти процессы, то вот на таком уровне обсуждений, постоянного хаоса и споров эти процессы будут так и оставаться. Потому что, я же говорю, вот нам тоже было очень сложно вместе начинать, да, потому что, вот представляете, я трансформирую фразы, я их пишу, потому что понимаю, для того, чтобы написать это номинационное досье, я не знаю, сколько элементов. 50 как минимум я перечитала, которые были поданы в списке ЮНЕСКО. Да? У нас нет таких менеджеров, как вы, которые бы так вот наполегливо делали бы эту работу. На самом деле очень сложная работа. А что было самым сложным? Самым сложным, вы знаете, начало было очень легкое, потому что мы как-то вот так вот взяли, все решились, да, но я сказала, что без вас, без вашего разрешения, без вот именно сообщества, крымско-татарского культурного сообщества, я самодеятельностью заниматься не буду, потому что я не мастер-прикладник, да, я там не знаток орнамента, но я менеджер, который умею все это структурировать. И только вместе
открыто обсуждая все вопросы, мы сможем двигаться дальше. Вот мы начали на самом деле очень просто и очень легко, потому что мы, во-первых, определились, в какой список мы подаем наш элемент, потому что это принципиальная важная вещь. К примеру, вот я приведу украинский один элемент, это козацкие песни Днепропетровщины. То есть когда всего определенные там несколько бабушек очень-очень преклонного уже возраста, да, и есть угроза, что этот элемент может просто уйти с ними вместе навсегда. Вот. Понятное дело, когда Украина принимает решение включать именно в этот список, который требует немедленной охраны. То есть нужно принимать меры для того, чтобы передавать эти знания от этих бабушек, да, вот, которые исполняют эти песни, следующему поколению, заинтересованным лицам. В нашем случае элемент, он более-менее стабилен, да, то есть мы его не возрождаем, а мы его практикуем. Это живой элемент. Репрезентативный список – это тот список, где мы просто констатируем факт наличия этого элемента и делаем его всему миру видимым. И, соответственно, получается, что мы приняли общее решение, что мы включаем репрезентативный список, и мастера прикладного искусства, каждый из них, а это достаточно известные мастера, с золотыми руками, это практики, которые знают орнаментальные композиции достаточно хорошо, да, это носители элемента, это не один, не два, потому что я иногда слышу там какую-то критику, что вот вы там между собойчики устроили, 2 человека, это там и так далее. Нет, это просто пул мастеров из Крыма, значимых мастеров, очень сильных мастеров, хороших практиков, которые дали свои согласия на то, что да, я соглашаюсь включить. Я признаю этот элемент крымско-татарским и даю свое добровольное согласие на включение его в репрезентативный список нематериального культурного наследия. То есть на самом деле вот с самого начала мы начали с того, что мы взяли согласие этих мастеров. Разлахан Алгансон. Дальше вот мы начали параллельно, и я стала составлять этот документ. Но для того, чтобы... я просто пропустила самое начало. Для того, чтобы нам включить его в ЮНЕСКО, сначала нужно было его ввести в национальный реестр. То есть у нас есть такая реплика, да, скажем так, такая же структура здесь, в Украине. Это список элементов нематериального культурного наследия Украины, в которой мы сначала составили так называемый документ «Учетная карточка», она называется, обликовая картка, которую мы включили. Эксперты голосовали за этот элемент, и он был принят сначала в национальный реестр. А только после этого мы начали подготовку номинационного досье. И что важно, я просто хочу объяснить вам, насколько... Не сколько, не сложность самого процесса, наверное, да, вот возвращаясь к вопросу, что было самым сложным, а насколько трудоемкий этот процесс и во всех отношениях, и в плане финансирования, финансов, потребностей и так далее. Дело в том, что вот этот весь объем 30-летней информации, который был собран, а собирался он каким образом? И изучение всех артефактов, которые есть в музеях, изучение информационных материалов. И что самое важное, Мамутага организовывал экспедиции внутри Крыма, то есть приезжая к стареньким там бабушкам, дедушкам, задавая вопросы, собирая огромный объем информации. Вот после этого мне нужно было вычленить самое главное и ввести его в структуру, которая понятна экспертам, которые живут не внутри Украины, не в Крыму. Это люди абсолютно, да, из другого мира. Вот. И чтобы вы понимали, на протяжении 21 месяца этот пакет документов, который мы отправили, оценивался экспертами из 26 стран. И еще до этого 12 человек, это представители 6 общественных организаций и 6 еще активных организаций в сфере нематериального культурного наследия, так называемый оценочный комитет, он называется, Evaluation Body, они давали свое предварительное согласие, включать этот элемент или нет. И вот они, на самом деле, первое согласие к 15 ноября они дала вот эта вот, скажем, экспертная такая комиссия, я ее назову, да, оценочный комитет, 12 человек. То есть для нас сначала это был, конечно, это хороший индикатор, потому что хотя бы первое «да» нам сказано, но все равно было очень волнительно, потому что из 48 элементов, которые были поданы в этом году в ЮНЕСКО на рассмотрение, 10 элементов были отклонены или же отправлены на доработки. То есть они не были приняты. И это значит, что
И еще очень большой, для меня лично большой показатель, что мы подготовили таким образом пакет документов, что я просто смотрела заседания, как они происходят, и другим странам задавался большой ряд вопросов, да, на предмет, вот нам непонятен вот этот компонент, непонятен этот вопрос. К нам ни одного вопроса, к счастью, в процессе голосования не возникло. Это тоже для меня большой показатель того, что мы командно очень хорошо сработали, и то, что мне была предоставлена вся информация, которая нужна, и мы, соответственно, здесь, очень большой вклад для меня еще, вообще много людей, которые участвовали в этом процессе. И, наверное, неправильно говорить, что Эсма Аджиева создала этот элемент и подала его в ЮНЕСКО, да? Просто очень много людей, каждый из которых сделал свой вклад. Вот мы уже говорили о носителях элемента, мы говорили о Мамтога, его объединяющей роли, а здесь, в Украине, фасилитатор ЮНЕСКО Илья Фетисов. У вас с ним, кстати, был прямой эфир с нашим проектом, Эмиль. Вот. Он человек-практик именно в контексте ЮНЕСКО, и поэтому советовалась с ним, он подсказывал мне все протоколы, потому что это тоже для меня был первый опыт, да, как для человека вообще с медицинским бэкграундом, вот войти в структуру нематериального культурного наследия мне было сложно, и поэтому я консультировалась, вот, и вот мы получили этот результат. А вот что дает внесение Орнека в репрезентативный список культурного наследия? Но еще есть политический аспект, да? Какое политическое значение имеет этот успех? Давайте, наверное, с первого вопроса. Что дает внесение элемента? Прежде всего, я уже об этом говорила неоднократно. Дело в том, что внесение элемента в репрезентативный список делает самих крымских татар видимых всему миру. То есть я сейчас не говорю про бенефиты там, финансовые какие-то. Да, есть. Любой носитель элемента может написать грантовую заявку, причем там в пределах $100 тысяч, то есть это не маленькие суммы, подавать эти заявки на рассмотрение ЮНЕСКО, они неторопливо рассматривают, и если понимают, что этот элемент включен в их список, да, в их репрезентативный список, больше шансов, чтобы поддерживали эти проекты. Но тут как бы больше не про финансовую часть, больше, наверное, все-таки, если говорить о стратегическом, да, вот о стратегической составляющей, что все-таки больше всего, я бы это назвала все-таки, вот мы говорим про культурную дипломатию очень много. Есть такая тоже устойчивая фраза, да, soft power, это такая мягкая сила. Вот давайте просто сравним я приведу вам просто два примера. Да? Вот ты можешь выходить в медиа и говорить, мы, крымские татары, добрые, мы хорошие, мы, я не знаю, дать 100 всяких позитивных характеристик и говорить, вот мы хорошие, мы добрые, мы не воинственные и так далее. А вот зрители, которые смотрят, вот как вы думаете, каков процент будет тех людей, которые сразу в это поверят? Да? Потому что от подачи информации как раз вот soft power, да, мягкая такая сила, от того, как мы подаем информацию, это принципиально важно. Я понимаю, что мы говорим о крымских татарах, мы говорим об их традициях, мы говорим вообще о составляющей, о ценностях крымских татар через язык орнамента, еще и в визуально красивой форме. То есть таким образом, к примеру, у меня было глубинное интервью на днях, да, и я понимаю, что интервьюер, буквально у нас там час было интервью, и я понимаю, что она сказала, вы знаете, я вообще по другой теме как бы с вами хотела сегодня поговорить, но я понимаю, какой у меня сейчас получился эффект. Я вообще через ваши орнаменты, через ваши вот эти рассказы влюбилась уже в крымских татар. Вот, и вот чтобы вы понимали, это очень важно. Но не всегда включение элементов ЮНЕСКО может приносить, вот для меня это было открытием, не всегда включение элементов вообще в списке ЮНЕСКО может быть добром. Иногда это и имеет негативный оттенок, и поэтому как раз-таки во время встречи вот онлайн с мастерами я им рассказала об этом риске, который есть. Расскажите нам, какой риск? Вот приведу пример. Одна из стран европейских, она включила в ЮНЕСКО элемент, когда, я просто название точно сейчас вам не скажу, это просто один из элементов. Тем не менее, да? вот что является риском? Вот смотрите, они, к примеру, у них традиция ходить из дома в дом, и молодые люди поют, типа колядок, вот там к празднику определенному, вот песню определенную. И когда включили этот элемент в репрезентативный список, желающих людей, а особенно уже, скажем, искушенные такие
путешественники, они заходят на сайт ЮНЕСКО и смотрят, а какие же там элементы есть, потому что есть видео, есть описание элемента, ты можешь посмотреть на элемент. И это вызывает желание поехать в эту страну, посмотреть на этот элемент, к примеру, да, на эти практики. И в эту страну был такой огромный поток туристов после включения, что уже, как-то даже было, не очень этично целые толпы заводить домой, и этот элемент немножко трансформировался, они пели около калитки, да, и от дома к дому передвигались этими большими туристическими толпами, скажем так. И это не очень хорошо. Вот сейчас у нас тоже может быть такой риск, что этот элемент настолько популярен, да, что его используют абсолютно вот там, где можно, и там, где нельзя. Да? И, к примеру, мы говорим о том, что культурный элемент, я понимаю о том, что есть политическая составляющая. Вот возвращаясь сейчас к началу нашего политической составляющей, потому что это неотъемлемая часть нашей жизни. Да. Дело в том, что, вы же сами понимаете, что включение этого элемента от страны Украина, она имеет определенную четкую свою базовую, да, составляющую самого контента. Что это значит для Украины и что это значит для Крыма. Потому что после голосования в ЮНЕСКО сразу же подключился представитель из Российской Федерации, говорил возмущенно о том, что там крымские татары живут там в русском Крыму и так далее. Он возмущенно, у него был такой коротенький спич. То есть реакция была? То есть реакция была, действительно. Но ведущий этого самого процесса, да, скажем, голосования, он сказал, вы имеете право голоса, в общем-то, это я сейчас немножко, может, трансформирую там дословный перевод, но вы имеете право голоса, вот сейчас как бы здесь как участники самого этого процесса, но вы страна, которая не ратифицировала конвенцию ЮНЕСКО. И вот тут вы, извините, бесправны, да, потому что вообще конвенцию ЮНЕСКО о охране нематериального культурного наследия с 2003 года порядка 283 страны ратифицировали. Что это значит? Это значит, что они приняли эту конвенцию и берут на себя ответственность сохранять носители элемента, действительно. И они имеют право участвовать во всех этих процессах. Вот 3 страны, из известных 3 страны, это Российская Федерация, Соединенные Штаты и Британия, не ратифицировали эту конвенцию, и поэтому, соответственно, они не имеют права там голоса и участия в этих всех процессах, что осложняет тоже их, там, скажем... значит, нам повезло отчасти, можно так сказать. Не знаю, даже мне сложно это оценить, потому что вы же знаете, что жизнь, она такая неоднозначная, что могут быть разные страны-сателлиты и так далее, но просто... Тут больше, наверное, я склонна говорить о том, что этот документ, я тут не хвалюсь сейчас, потому что это реально командная работа, да, то есть я не про себя, что она просто была достаточно качественной, хорошо написана. И самое важное, вы знаете, вот у меня было четко, порой, когда ты пишешь какие-либо документы, есть же желание, да, там таких каких-то социальных манипуляций, что-то приукрасить, может, или что-то там, придать какой-то больше эмоциональной окраски. Я вот во время составления этого документа пришла к такому выводу, что чем более искренне излагаешь свои мысли, человек, который тебя вообще не видел, он живет абсолютно на другом континенте, он читает этот документ, он чувствует, потому что у людей, извиняюсь, с хорошим уровнем рефлексии эти чувства, они развиты очень, очень хорошо. И поэтому чем ты более искренний, и нету ни одного слова неправды, там, не знаю, приукрашивания ситуации. Вот это тоже очень важный показатель в подаче подобных документов. Тем более, что я понимала свою ответственность, потому что мы подаем от уровня страны, да, то есть Министерство культуры Украины подавало этот пакет документов непосредственно ЮНЕСКО. Вот. Эсма Ханум, работая в этом направлении, работая в вопросах культуры, как вы считаете, какая нужна информация о Крыме, о крымских татарах, миру и Украине? Однозначно ответить на этот вопрос невозможно. Я сейчас сошлюсь, опять-таки, как прагматичный менеджер к своим активностям. Вот смотрите, когда я начала свою работу здесь уже на материковой Украине в рамках деятельности своей общественной организации, первые 4 года они были посвящены тому, чтобы украинцы, вот давайте поговорим пока внутри страны, да, о том, что моя работа была посвящена тому, что мы, знаете, так обособленно один кластер, крымские татары, их культура, их традиции, мы их выделяли, да, и обособленно так, как показывали украинскому сообществу.
да? То есть вот мы очень обособленно, я это делала умышленно, потому что вот так, не понимая еще культуры, не понимая окружения вокруг, бросаться в омут головой и рассказывать про якісь там спільне там, да, минулое, это не очень правильно, потому что тебе нужно вообще понять твои цели, местоположение, кто ты, для чего ты сейчас сюда пришел, или тебя сюда, да, свыше, вот тебе дано было сюда прийти, и что ты сейчас должен сделать. И вот я понимаю, что первые 4 года мы четко говорили о том, кто такие крымские татары, что значит быть коренным народом, да, Украины, о том, какая у нас культура, о том, что мы не стесняемся того, что у нас другая вера, да, потому что, часто возникают вопросы, так вы же разных вер, там, как вы вообще можете дружить, к примеру, да? И поэтому и четко я говорила о том, что мы не будем ассимилироваться, мы не будем растворяться, потому что, извините, за 40 с лишним лет в Узбекистане крымские татары вроде бы как одна и та же вера, да, мусульманская, мы там могли бы, по идее, раствориться. Нет, мы четко обосабливали свою именно культурную идентификацию, и поэтому, когда мы говорим о том, что это вплетено уже на генетическом уровне, наверное, если переформулировать, то все-таки это культурные практики, они вплетены в наши традиции, и они живут вместе с нами, да, от момента рождения и до момента ухода в мир иной. И поэтому, в принципе, вот первые 4 года мы обособленно говорили о том, что есть крымские татары, они мусульмане, о том, что вот у нас язык другой, у нас традиции другие. Вот сейчас, со следующего года, в принципе, уже с этого года частично, в рамках деятельности моей общественной организации мы начали реализовывать проекты, в которых как раз-то мы говорим про, если вот коротко так, вот объединить все эти активности, это, наверное, про смыслы, которые объединяют. Вот, и поэтому я надеюсь... и крымских татар? Да. А есть такие смыслы? Например? Не буду вам пока говорить об этом, потому что об этом мы поговорим в следующий раз, потому что... То есть нас ждет очередная победа, очередные проекты? Иншаллах, да, сметался. Да, то есть мы будем говорить о смыслах, которые объединяют, потому что, знаете, у нас есть 2 проблемы. Первая проблема – это вот так называемое постсоветское наследие, да, когда крымских татар, к примеру, воспринимают через определенную призму, абсолютно, 2-3 таких маркера, да. Если мы говорим, например, там про чебуреки, то это южный берег, и вот там бедные несчастные крымские татары, которые по берегу идут, продают и так далее. Но никто не возвращается на 10-15 лет туда назад и не говорит о том, что они ходили вот по этому берегу и продавали там, я не знаю, там пахлаву, чебуреки или еще что-то, потому что это была нужда, потому что нужно было после переселения, после репатриации выживать этим крымским татарам. Знаете, это такое вырванное из контекста, да? И поэтому, к примеру, сейчас я работаю над одним из проектов поменять вот именно это понимание, это, скажем, социальный портрет крымской татарки или крымского татарина, потому что для меня лично янтых и чебурек – это вообще элемент, который объединяет крымских татар. И когда например, вы когда думаете о пицце, или вы думаете, я не знаю, там о каком-то блюде, не знаю, там, вы же представляете совсем другую картину, да, там, той же, там, я не знаю, пасте. Это красивый ресторан, вот, красивая подача, да, и так далее. У вас же ассоциации. Вот мне бы хотелось, чтобы мы через гастрономическую сейчас, да, составляющую формировали именно понятие восприятия крымских татар, что вот для меня лично это вот, да, чебуреки, это когда мы все вместе собираемся, у нас огромная семья, это весело, это дружно, это обязательно, какой-то байрам, к примеру. Я бы сказала, высокая социализация. Да, то есть высокая социализация, абсолютно точно вы сказали. Поэтому я сейчас как раз-таки работаю над этим элементом через гастрономическую составляющую и понимаю, что нам нужно работать во всех разных направлениях. Да? Вот мы уже потихонечку в этом году реализовали проект, связанный с музыкальной, да, с музыкальной составляющей, скажем так, крымско-татарской культуры. Опять-таки, вот смотрите, могу рассказать про этот проект. Расскажите, да? Очень удачный проект, когда известные украинские артисты исполняли очень давно забытые крымско-татарские песни. Это было на самом деле очень здорово. Да, это проект «Любовь».
Вот действительно, мы назвали этот проект «Эмель». Ну, переводится как стремление, да, с крымско-татарского языка. Мы стремились как раз-таки про то, о чем мы сейчас говорили, да, сформировать такой правильный социальный портрет крымских татар через нематериальную, через фольк крымско-татарский. Дело в том, что у Ильи, о котором я говорила, у Ильи Фетисова, они много лет тому назад, это больше 10 лет тому назад, они были в Евпатории, в Исмаилбее, записывали стареньких бабушек, которые там 32-го, 30-х годов рождения. Вот. И там такой чистейший, некоторые бабушки исполняли в чистейшем таком навайском диалекте песни. Старые, действительно старинные наши крымско-татарские песни. И когда мы с ним обсуждали, он говорит: слушайте, давайте мы просто возродим еще раз эти песни, но в более современном исполнении. И давайте попробуем вот эту идею. Вот у нас родилась такая идея. В рамках одного проекта мы отсняли 10 видеороликов акапельного исполнения старинных крымско-татарских песен с участием 5 украинских и 4 крымско-татарских. Ну, у нас 5 должно было украинских, 5 крымско-татарских, но у нас из-за сложности ковида и так далее 4 крымско-татарских исполнителя: Эльвира Сархалил, Дилявер Османов, Джамала, Алия Хаджибадинова. И украинские исполнители — это актеры театра Франка. Наталья Сумская, Дима Чернов, Таня Михина. Ну, вообще удивительные люди. Александр Печериця. Они выучили крымско-татарские песни, не зная языка. Но вообще было удивительно то, что изначально я планировала, что когда мы будем записывать эти видеоролики, мы дадим просто небольшой элемент крымско-татарской идентификации. И вот мы приезжаем на первую эту встречу, ну, примерку, скажем, и говорю: ребят, у меня вот много костюмов, много всего, давайте вот что-то одно выберите, может пояс, может какое-то украшение. Первая задала тон Наталья Сумская, она сказала: слушай, я чувствую, во мне течет крымско-татарская кровь, я хочу вот полностью образ крымско-татарский. То есть мы не навязывали. И вы знаете, когда у человека это от души, да, и получается действительно очень гармоничный образ. Такая же история у нас потом произошла с Татьяной Михиной, такая же и с Александром. Ну, в общем, Сусанна Карпенко, она главный хормейстер театра Франка. Вот. Изначально мы тоже такой лайт-образ формировали, но потом в итоге все равно это вылилось в итоге в такой глубокий, хороший, вот знаете, такой и визуальный образ вот именно крымской татарки. И она мне сказала очень классную фразу, которая для меня вот действительно очень ценна. Она сказала: ты знаешь, для того, чтобы хорошо спеть песню, не украинскую, вот в моем случае, первое, мне нужно, чтобы песня вошла в меня. И мне нужно, чтобы я вошла в эту песню. Вот тогда только вот в этом таком тандеме с песней я чувствую, что я пою. И действительно исполнения были вот такие вот просто неимоверные, потому что люди это делали от души. То есть не ради гонораров, не ради какой-то вот славы. Вот именно. И знаете, для меня очень было ценно, когда пани Наталья дает интервью и говорит: это мой посыл Крыму, крымским татарам. Вот я хочу, чтобы вы услышали, как я пою вашу песню. Я выучила ее, и таким образом я выражаю, вот как артистка, как я могу выразить свою поддержку? Вот так я выражаю поддержку и любовь к вам. Ну разве это недостойно уважения просто? Да? Но, к сожалению, знаете, наши политики мало уделяют внимания культуре. Вот в связи с этим вопрос. Вот вы занимаетесь вопросами культуры, да? Реализовываете разные проекты. Вот как вы считаете, как нам может помочь сегодня культура в решении наших вопросов? Знаете, если говорить вот о политиках и людях, которые там реализуют системные проекты, наверное, это абсолютно две разные категории, да, и людей, и у каждого свои цели и задачи. Потому что, на то она и политика, да, что... Но они ведь влияют на процессы, которые происходят в культуре. Все равно вы обращаетесь к ним. Я понимаю, поэтому я на сегодняшний день для себя приняла решение вот так автономно просто двигаться, потому что это твой выстраданный контент, да, то есть для того, чтобы добиться какого-то результата, ты не можешь сегодня говорить одно, завтра другое, сегодня заниматься этим, завтра вторым, послезавтра третьим. Вот тогда ты не выдаешь контент.
А участь политиков, она вот, к сожалению, вот такая, наверное, потому что, знаете, это требование еще общества и цифровых технологий, которые достаточно, ну, глубоко уже просто, ну, вот внедрились в нашу жизнь, да, то есть когда от тебя там ежедневно требуют каких-то фотографий, ты там был, тут был, с этим общался, тут встречался, на самом деле, ну, это не системная работа на самом деле, то есть ты или занимаешься самопиаром, или ты занимаешься какими-то системными вещами, поэтому... И я часто думаю и задаю своим коллегам за пределами Украины, говорю, слушайте, а у вас это так же? Вот мне просто, я пытаюсь это понять, да, чтобы у меня не было чувства обиды, недопонимания к политикам здесь, в Украине. Вот они говорят, ты знаешь, это сейчас общая просто мировая тенденция перехода в этот цифровой формат, кто первый там в Твиттер там, или там пост какой-то запостит, что это для человека просто, знаете, самоцель его жизни первым сделать пост там в Фейсбуке, да, вот, потому что от него будет эта вся информация исходить, и все будут ссылаться потом на того там министра или заместителя и так далее. Это на самом деле, ну, с одной стороны, немножко смешно выглядит, с другой стороны, ну, это вот жизнь, и я ее воспринимаю такой, какая она есть. А что вас мотивирует заниматься культурой? Почему именно культура? Меня мотивирует, не знаю, может, это сейчас пафосно как-то будет выглядеть, да? Но мы договорились с самого начала, что я говорю абсолютно искренние вещи, да? Конечно, то есть я пришла вот сейчас, дошла уже, наверное, может, возраст, я не знаю, дошла до такого момента, когда мне хочется, ты где-то можешь промолчать, чтобы не обидеть, лишнего образно, да, какого-то, не создавать информационного повода какого-то, да, там свои эмоции чересчур высказывать. Но я считаю, что нужно говорить вот то, о чем я говорила, не только писать документы искренне, но в то же время и говорить абсолютно откровенные вещи. И вы знаете, вот для меня реальной мотивация, это сейчас абсолютно не ложь, а для меня мотивация все-таки мой крымско-татарский народ. Если я раньше об этом говорила, и я предполагала, что это моя мотивация, сейчас я просто в этом уверена. Потому что, когда я смотрю в глаза этих людей, вот, да, даже онлайн за 1000 километров, и я вижу действительно, насколько этим людям, вы знаете, не настолько, может быть, порой там вот, ну, много вопросов сводится к каким-то там, ну, финансовым составляющим, скажем так. Нет, вот крымские татары, они настолько сенситивны сами по себе. Ну, я просто по себе это знаю, да, вот, и потому что у нас вот такие тонкие традиции, и у нас не принято там вот так вот напрямую рубить, да, говорить какие-то грубые, резкие вещи, потому что наши традиции, то есть вот такие мягкие коммуникации, правильно? Вот, и поэтому я знаю, что раз у нас такие традиции, то, соответственно, обратная связь, крымские татары, они очень чувствительны. И поэтому даже вот эти посылы поддержки, они принципиально важны. Потому что не должно быть ощущения, что вот все, я здесь замкнут, я брошен, и мне бы хотелось, да, хотя бы услышать какое-то, вот, ну, не то что доброе слово там, ну, хотя бы понимание того, что... видите, вот я тоже сейчас эмоциональная, хочу сформулировать сейчас эту мысль, ну, о том, то есть моя мысль, в общем-то, резюмируя, я хочу сказать о том, что эмоциональный фактор принципиально важен для наших коммуникаций, поддержки друг друга. Ну, то, что мы порой не умеем быстро сорганизоваться, найти общий язык, это тоже такая наша черта, мы можем спорить. Ну вот, возвращаясь к этому, модерация все-таки в этих процессах, она нужна. Эсма Ханум, хотела бы обсудить с вами еще одну очень важную тему. Вы занимаетесь не только культурой, но еще занимаетесь вопросами образования. Да? Есть хороший проект «Фидан», это малая академия. И в связи с тем будет такой вопрос. Есть проблемы учебников. И сегодня крымские татары представлены в этих учебниках. И вообще наследие крымских татар, культура крымских татар в негативном свете. Да? Вот вы работаете в сфере культуры, да, и вы знакомите сегодня Украину с крымскими татарами. А вот что делать? Можно как-то повлиять на эти процессы? Как вы думаете? Можно при условиях... Знаете, почему я так смело сразу говорю «можно»? Я знаю, что это будет тяжелый процесс и не одного дня, но только при условии, если это вот просто четко, методично, изо дня в день, и ты идешь к этому результату, и ты получаешь этот результат. Опять-таки возвращаемся, да, к самому началу. Пока не будет четкой менеджерской составляющей, такой прагматичной, потому что эмоции тебя просто реально порой выбивают, вот, выбивают из процесса,
эмоции, сложности коммуникации порой, да. Но это работа. Если ты ничего не делаешь, ты не встречаешь сопротивления. Если ты работаешь, то, соответственно, ты много сопротивления вокруг встречаешь. И что удивительно, порой самое большое сопротивление потом может выливаться в самую большую твою поддержку. Вот тут вот надо найти мудрости, чтобы услышать человека, если ты понимаешь, что он тебя недопонимает, но это вот личная моя практика и мой опыт, да, постараться ему все-таки объяснить свою позицию. И порой из людей, которые больше всего там могут там эмоционировать, сопротивляться, иногда получается самый там такой твой надежный союзник. Вот интересно, потому что эти люди с характером, а люди с характером, они могут порой выдавать очень большой, хороший, качественный контент. То есть услышанными можно быть? Услышанными можно быть и услышанными нужно быть. Но вот смотрите, в чем проблема. Дело в том, что вот представляете, да, какое количество учебников уже технически, давайте вот просто технически поразмышляем. Они напечатаны, они изданы, они розданы, да, и в них этот контент порой негативный про крымских татар. Я не могу сказать, чтобы все негативное, но есть негативный контент, он существует. То есть как ты можешь повлиять на этот процесс? Дать самый простой путь, можно там вырезать эту страницу, но это просто будет советчины, самый натуральный, правильно? Поэтому это должна быть такая методичная, да, работа, но для того, чтобы нам эту работу сделать, нам нужно экспертное такое сообщество, нам нужны эксперты, которые готовы этим заниматься. Но вот мы опять-таки потом возвращаемся, когда мы говорим про структурные вещи, да, и когда, мне задают часто вопросы, да, вот можете про финансовую сторону сказать, как это там происходит. Вот у меня абсолютно автономное плавание в этом плане, да, для того, чтобы достигать результатов, я вот днем хожу на эфиры, встречаюсь с людьми, по ночам пишу грантовые заявки, вот, и из какого-то энного количества написанных грантовых заявок ты там выигрываешь, и ты понимаешь, что у тебя есть четкое финансирование, и это очень важно, потому что у тебя есть цели, задачи, какие шаги ты совершаешь, чтобы их выполнить, и твой конечный уже показатель, твой индикатор выполнения — продукт. Вот таким образом, вот меня, например, проекты, они приучили к системности, потому что если я буду просто где-то ходить, говорить, давать интервью и так далее, но у меня нет продукта, то тебе донор больше не поверит, и, соответственно, тебя никто не будет поддерживать, да, и поэтому вот если говорить вот про финансовую составляющую, соответственно, если ты хочешь привлечь экспертов, и особенно здесь, на материковой уже Украине, если мы говорим про экспертов, вынужденных переселенцев из числа крымских татар, вы же понимаете, в каких условиях люди живут? На съемных квартирах, на, скажем так, службах, там, я не знаю, допустим, на работе, где, возможно, не такая высокая зарплата. Поэтому дополнительная мотивация, она принципиально тоже в этом случае для меня важна. Потому что ты можешь один раз попросить, оказать услугу, второй раз, третий раз. Но это просто не может быть системой. Поэтому у меня есть четко свое понимание, что ты планируешь проект, привлекаешь людей, оплачиваешь их работу, и тогда, соответственно, у них еще есть чувство ответственности за тот объем работы, который нужно выполнить. И тогда вы сейчас говорите, как хороший менеджер, который реализовывает те или иные проекты. У нас осталась буквально минута в связи с тем, что многие наши соотечественники вынуждены были выехать, и несмотря на сложности, о которых вы сегодня сказали, мы здесь находимся на свободе, и есть возможность вот делиться такими и создавать вот такие успехи, как Орнек, да? И вот в связи с этим, какие вызовы должны перед нами стоять, перед каждым, кто выехал? На самом деле этих вызовов не то что должны стоять, их очень много. Их можно структурировать и точно так же говорить, да, что это вызовы связаны и эмоционального плана, потому что ты в отрыве от своей материнской территории, от своей среды. Потому что самый важный вызов для меня лично — это вот то расстояние, когда ты вот своих детей, вот у меня сейчас у нас двое детей с мужем, вот растут дети, и я понимаю, что Абетлер, и вот тут, да, быть именно в гуще этих всех событий, когда там неимоверные, да, подготовка к свадьбе, например, моих там племянников, это очень важно на самом деле. Вот этот вызов — не потерять свою вот ту идентификацию крымского татарина, крымской татарки, да, вот именно
как представителя крымско-татарской нации. Может, я сейчас опять говорю пафосные вещи, но это так. То есть мне бы хотелось, чтобы мы не просто говорили о себе и позиционировали себя как крымско-татарский народ, крымско-татарская нация, потому что она не только осознает, да, что она, вот этот человек принадлежит именно к крымским татарам, а еще есть четкое уважение и, скажем так, видите, мне сейчас вот эмоционально сложно сказать, но самоосознание того, кто ты и какую вообще важную миссию ты несешь на этой земле. Это очень важно. Çok sağ olunuz. Мы заканчиваем нашу программу. Сізге муваффақ етлер тілейміз. Ве бөлі güzel халарны біз келешекте әлбетте беклейміз. Аминь, яровичигім сау болыңыз. Ну, а мы заканчиваем нашу программу. Напомним, гостем нашей программы была глава общественной организации «Алем» Эсма Ханум Аджиева. Я с вами прощаюсь. До встречи в наших следующих программах.